У делегации якутских врачей в Москве время расписано по минутам. За пару дней они должны объездить всех раненых земляков, которые находятся сейчас в столице. Сегодня по плану визит в госпиталь имени Вишневского. Здесь проходит лечение 5 бойцов-якутян. За все время только одного нерюнгринца встретила. В основном ребята были с Якутска, с Алдана, с района. Всем якутянам привет, особенно городу Нерюнгри привет большой. Привет коллективу с моей бывшей работы, родителям моим и семье, друзьям, товарищам. Спасибо за поддержку, что пишете, поддерживаете. Николай Петров побывал не в одной горячей точке. Служил в Чечне, Дагестане. Когда началась спецоперация, четко решил – поедет на Украину. Записался в добровольческий отряд «Барс-2». В конце сентября он попал под обстрел, был серьезно ранен. Но боевой дух Николая никуда не исчез. Поддерживать его помогают и волонтеры. Девочки стряпают пирожки, оладушки, блинчики. Вот это все приносят нам. Поначалу, когда приехали, мы как-то одиноко казалось, что никого у тебя тут... у меня есть, конечно, родственники, но некоторые, кто приезжает, у них нету родственников. Им, конечно, тяжело. А вот волонтеры молодцы. Вот они привезли нам продуктовые корзинки вот эти вот. Все якутское, местное привозят, рыбу привозят нашу. Да, очень хорошо работает. С каждым таким бойцом общаются якутские врачи, изучают истории болезни. Их главная задача – составить план по оказанию необходимого медицинского сопровождения этих парней, когда они уже вернутся в Якутию. Специалисты понимают, что во время реабилитации и после нее за ранеными нужен мониторинг. Нельзя оставлять людей один на один с проблемами. Наша основная задача – узнать характер повреждения травм, как они получены, какая степень, потом консультация с лечащими врачами и в последующем возможность выработки, правильной выработки и реабилитации этих больных. Травмы у них военные – это комбинированные травмы, сложные травмы. Очень психоэмоциональное повреждение, и вот мы хотим правильную тактику провести, найти именно адресную помощь, чтобы он вошел в нормальное русло. Якутские врачи после Москвы отправятся в госпиталь Петербурга, а дальше поедут в Ростов-на-Дону, где тоже проходят лечение наши бойцы. И уже с полным перечнем всех необходимых данных специалисты вернутся в Якутск, чтобы начать работу по качественному сопровождению раненых. Конечно, Комфортные условия. Хорошие условия, комфортные. Этот парень вообще молодец, конечно. Максим Кардозу, Джо Березкин, Москва.